Ты действительно свой халат вчера за 50 тысяч продала. Как вообще ты начала свой блог? На сегодняшнем шоу мы решили пригласить Риту Умедбаеву. 5 тысяч. Салям, батагадгала. Чего мы собрались, Милёша? Не знаю, это же твое шоу. Меня это было, я сейчас тебя разнесу. Это, можно сказать, первая фан-встреча башкирской домохозяйки вот так лицом к лицу своими подписчиками. И у вас есть возможность задать любые каверзные вопросы. Мы будем ковырять ее прошлое, как она докатилась до такой жизни, как она попала сюда и какие у нее дальнейшие планы. Поэтому, если у вас есть вопросы, заранее их подготовьте. Начнем с самого главного вопроса. Как у тебя дела? Ты прекрасно выглядишь сегодня. Что случилось? Почему ты не в халате? Я сегодня хорошо выгляжу, потому что, что Риналь, мой продюсер, улайтты, давай хоть один раз нормально айтып киін ты, сәрсіңді прическа штейк, буяндырайық ты. Но единственное, мен күлмәк алманым енді, меня вот так комфортно. Күлмәкті жүрхам, мен уже өзімді как-то чувствую не в своей тарелке, дискомфортно. И шуға решила уже спортивный стиль дәкелерге. Мой любимый стиль. У меня была другая информация, то, что ты действительно свой халат вчера за 50 тысяч продала. Прикиньте, достар, бір какой-то ләкім, ана айтырға ярамик алғыды. Фишетист, скажи. Фишетист мы, фетишист манда, білмеймін, ләкім, менің халатты Альбертқа язған сообщение предлагал купить мой халат за 50 тысяч. Прикиньте. Немештеттерге ойдағандыр ол халатты мен вообще аңдамайым. Жоқ, это же мой талисман, мой халат. Расскажи, как у тебя появился вообще этот халат? Откуда? Там тоже интересная история. Нет там никакой интересной истории. Нет, ну кто тебе его купил? Я сама его купила. Ты что? Я сама этот халат. Первый мой халат на самом деле сарафанчик хамак синий, сәскәләрмен ул қайнам меня бүләк иткәйне, и шул халатты мен киеп төшерә башладым инде всякий приколдар. И шунан һоң уже әдрәк ялкыткас, анда кеше яза башланы инде, типа был халат надоел, икенче халат юкмы дигәс, мен шул харыны барып алдым. Кстати, икенче халат барып алдым, икенче төстә, и все равно шул халатта мына уже несем, ел төшерәм дә төшерәм. Ну потому что у меня охшай яркий, такой сочный инде. У нас сегодня будут гости приглашенные специальные, которые вы часто можете видеть в сторисах у Милявши, и мы обязательно им тоже зададим вопрос. Вот поприветствуем родителей Милявши. Ты переживаешь? Нет, не переживаю. Давайте начнем с того, кратко, как вообще ты начала свой блог? Ну, блог, как я начала, бөтәһе беләләр уже. Безнең группа была в WhatsApp, тугандар группа инде. Шунда без бер-беребезгә төрле сообщениялар ибәрәйник, видеолар, кем кайда, кем нимә эшләй. И шул вакытта мин ибәрдем видео, что мына мин куймак бешерәм. Иптәштәр, сәлам, иптәштәр, тавык баштар, мин куймак бешерәм, килегез ашарга, дип мин шул видеоны ибәрдем тугандарыма, потому что без унда группала тугандар гына инек. Шуңа мин так обращалась инде к ним. Шунан ул видеоны тоткандар да әллә кайда киткән дә серле үзенең паблигына һалган. И шунан китте хейт, типа, что это такое, немендәй, безгә тавык баш, син үзең тавык баш, куймагыңды үзең ашай, химереп беткәнһең, тигеләй булай. Ул вакытта мин ултырам вообще мунсала, мен даже теге белмәйдем, Инстаграм как раз башлаганным по просьбе родственников, чтобы я там в WhatsApp не выкладывала всякие видяшки, открыть Инстаграм и выкладывать шунда видеолар. И мин шунда Мен аны hala баштаган вообще тугандарым өчен генә, только тугандарым өчен. Я же не знала, что Инстаграмды могут смотреть и другие люди. Абсолютно я об этом не знала, потому что наданлык опять-таки. И шунан мунсала утырһам, ана шул видео астында яза баштагандар бит инде хейтердар. Я такая думаю, блин, что делать тем бит инде? Альберт это удаляй страницу. Без удалять та белмәйбез ул Инстаграмда. Нисек нимештәргә белмәйбез. Шунан гына белеп калдым, что откуда пошло все это, Серле выложил и пошло-поехало. Серле адам, как вы смели мое видео украсть, я на вас в суд подам! И вот смотри, бывает такое, что когда человек какого-то уровня достигает, там в подписчиках, да, в просмотрах, люди всегда говорят, ему повезло, или говорят, вот он выстрелил, вот какой-то ролик у него выстрелил.
И у тебя как это было? Планомерно ли? Либо тебя действительно какой-то ролик резко взлетел и тебе принесло хороший Ну, я охват? скажу, что вот этот ролик и выстрелил, потому что Сырли выложил, и потому что Тауқбаштар. Это всех задело, то, что мне Тауқбаштар тебе обращаюсь. Они же думали, что я к ним обращаюсь. Никто же не задумал, что мне Туғандарға-то обращаюсь-то. Вот. Шу, во-первых, выстрелил, и во-вторых, все плавно шло. На самом деле, бір елісінде мен набрала 70 000 подписчик. Бір елісінде, и мен вообще абсолютно реклама эшлемейн, мен до сих пор помню, меня кішер ядалар, сделайте мне рекламу. Мен там, мне рекламой не занимаюсь. Ты говоришь, почему, вы что, с ума сошли, что ли? Мен там, нет, я снимаю блог, вайны только, приколы. Чтобы снимать рекламу, надо было снимать сторисы. Во-первых, я не умела, во-вторых, я не хотела. Вот. И шунан хуң 70 000 подписчик булганда меня Ирим айтты: все, я не буду сниматься в твоих роликах, меня это надоело, вот и на ақса іштіхаң, реклама ішліхаң, тогда я буду сниматься. Буштан буш, бір ел бойына кіші күлдіріп, и унан бір тин ақса не имея, зачем это тебе надо и зачем это мне надо тебе. Шулай тигене, шунан хуң, мен не хотя взяла первую рекламу, прямо с болью я взяла эту рекламу, до сих пор помню ол рекламаны, несек түшіргенде. Мен ол рекламаны 5 сағат түшірдім. Вот не могу снять и все рекламаны. Меня вайна мен могла снять 1-2 минутта, а рекламаны 5 сағат түшірдім. И вот шунан хуң мен ақса А сколько стоила эта реклама первая? Не помню, честно говоря. Вообще. А на чем ты зарабатывал-то весь год, пока вел? Я ни на чем не зарабатывала. Абсолютно. Мен бір ел блог апардым, 70 000 подписчик болғанда, мен ішләнім бірінші рекламамды. Ни на чем я не зарабатывала. Ты еще и сторис, по-моему, долгое время не вела, да? Нет, я вот только когда первую рекламу выложила, только тогда я начала вести сторисы. А как давно зрители подписаны на Миллион Шоу? Мен кесе подписаться етем деген. Идель мой самый первый подписчик. А есть такие, которые, например, вообще ее сначала не любили, а потом что-то поменялось и подписались? Ой, не можу, вообще купил. А можно вот вам вопрос задать? А вот, да, что случилось, почему вы поменяли свое мнение? Вообще, мне мама говорит, есть один блогер, башкирский домохозяйка. Очень на тебя похожа. Почему-то вот я на нее смотрю и говорю, похоже, вот схожесть вижу. Я думаю, ладно, покажи. И скинула мне видео, а там какой-то был вайн. Тупойский. Да. В платке, в халате. Думаю, что схоже, думаю. Потом подписалась. И поняла, что вот она видела какую-то, может быть, энергетику. И потом я уже теперь все схожести вижу. И влюбилась прям настолько. Вместе спокойной ночи мы смотрим перед Рахмат. А может, есть среди вас тот, кто, вот честно, вот, чтобы остроты чуть-чуть добавить, скажет, что вот в ней вам не нравилось? Или, может, сейчас даже не нравится? Кто-то хочет? Давайте. Меня триггерило то, что она такая простая и как бы снимает себя со всех сторон, и это как бы я не могла себе позволить снять со стороны и выложить это с первого дубля. Она как снимает, так выкладывает. То есть первое время я на нее не подписывалась, а вот в поисковике находила ее, смотрела, нет, не подпишется, она мне не подходит, она не Смотри, у вас с Альбертом не первый брак. И ты очень часто откровенно рассказываешь про это. Хотя для многих, вот в семьях, у кого похожая ситуация, они стараются избегать эту тему. И вот лично там меня там, и, возможно, кого-то из зала триггерит то, что ты можешь спокойно про бывшие отношения там, да, выкладывать даже его бывшую к себе в сторис. Да. Вот. И расскажи вообще, почему ты так легко к этому относишься? И делаешь ли ты ради того, чтобы поднимать охваты это? Потому что это самая интересная тема, мне кажется. Почему я спокойно отношусь? Потому что я ничего плохого в этом не вижу, абсолютно. Я думаю, раз люди развелись, значит, должны общаться между собой ради детей. А что такого-то? Развелись, уф, Аллахаем. Можно раза 2, 3, 4 развестись. Ну, надо же общаться. Я так считаю. Я ничего плохого в этом абсолютно не вижу. Тогда вопрос, почему
Узнав, что сегодня здесь будет бывшая Альберта, Альберт отказался приехать на съемки. Ну, он почему-то по-другому относится. Он считает, что это неправильно. Вот. Да, нет, он считает, что это неправильно. Он говорит, это неправильно, так нельзя, говорит, встречаться с бывшими, разговаривать, сидеть спокойно. Для него это как-то вот что-то из ряда вон выходящее. Вот. Для него это так, а для меня нет. Так, смотри, я лично за то, что когда у тебя очень сильно проявляется творчество, значит, у тебя в жизни когда-то были проблемы какие-то. И многие вот поэты там и так далее писали все от боли. И мы знаем, что у тебя был неудачный первый брак и были страшные ситуации в жизни. Как ты думаешь, это повлияло на то, что ты сейчас популярна? Нет, это никак не повлияло, я считаю. Я с детства такая была. Ну, это, может быть, на творческих людей повлияло, которые пишут такие красивые стихи, там, песни такие с душой. Вернемся давай сейчас к конфликтам. Последний громкий конфликт, сколько, месяц, да, прошел? Вы видели, что был касательно травли, которую устроили на тебя. Один человек выпустил пост с какими-то осуждениями, что ей не нравятся какие-то мои войны. Мои там, не знаю, видяшки, что я оскорбляю там своими видами. И многие блогеры подхватили эту тему, поддержали тебя. Но на сегодняшнем шоу мы решили пригласить Риту Умедбаеву. Алдай. Вот алдақсы білем. Чуть юрягым туқтаманы. Действительно, мы ее хотели пригласить, но она в последний момент отказалась, и поэтому у Милявши есть... Менің как раз сестерім түгі енелген ажай тартырға. У Милявши поэтому есть единственная уникальная возможность рассказать свою только правду, и никто не будет с ней спорить. Расскажи вообще, что это была хайп-история или действительно все было так страшно, что ты расплакалась? Нет, это хайп-история не была. Конечно, куптар кишарайтларында там, типа, это хайп. Никакого хайпа не было. Но не намеренный хайп. Да, келіп сыға. Мына, как в этом случае, с Ритой Умедбаевой келіп сықты. Хотя мен сториста айтманым ол кіші тұрағында. Мен есімлеп үйлеманым ол кіші тұрағында. Мен просто айтым, да, вот средства массовой информации решили затравить меня. Каким образом это все произошло? Некоторые опять-таки говорили, что в других газетах не было распечатано в официальных сайтах, а у меня все скрины сохранены, все скрины у меня имеются. Как раз меня Риналь Маусрашканда, Риналь это вот ВКонтакте вышел пост енді, бір кіші жаялған тейінді. Шынан Риналь это вот қайта тейінді, бір комментарий бері керек. Мен айтам, ярай хәдір қайтам да комментарий берем. Сықтым да, думаю, қатты ғына айтып жауап берем. Шынан хәдір Альберт қайтты бетінде іштен, и ол айтайын, вот, көрдің, Альберт, как всегда, бітін, не бетінде мониторит бітін, нейдерді. Альберт менің вообще анализирует бітін Инстаграм, ВКонтакте, весь қарап қана утра мониторит, кем неме алған. Мен даже иногда, даже, честно признаюсь, комментарийлер, насар комментарийлер оқып та үлгермеймін. Он сразу же этих людей блокирует, убирает комментарии, чтобы я лишний раз не расстраивалась. И вот Альберт қайттыла, и мен айтайын, вот, шул газеттер репост іштеген тейінді. Шул постты репост іштеген тейін. Но мен хадыр еще қиын болып кеттім, думаю, ага, Дурт газет репост ішлеген. 4 газеты репост сделали, это Башкортостанные средства массовой информации. И я думаю, раз они репост сделали, значит, они поддерживают ее мнение. И уже сықтым да, думаю, бір кімді, хилаем қатығын айтып, сықтым да и расплакалась. Ну вот, честно расплакалась, потому что на самом деле нық обидно болды. Но из-за того, что поддержали все газеты, обидно болды. Вот. И обидно болды то, что анда кішілер, она же видела, что под постом идет травля, вот, мына, башына тивер керек, был бисяны камнями надо закидать, хуер керек. Там же было вот так написано. Она же читала эти комментарии, она же видела эти комментарии, что пишут, вот, да, чуть ли не угрожают. И потом вот, мен уже, вот это когда все прочла, у меня все нахлынуло, и мен илап түшірдім да, как есть.
Все показала и как есть выложила. И у Николая Артела, вот Рита Умидбаева звонит до меня, ей мои сторисы не понравились. Хотя, я еще раз повторюсь, я в своих сторисах у ее имени абсолютно не упоминала. Не упоминала. Улайтян, я же свой пост удалила. Мне там, ну, не надо было удалять. Улайтян, ну, на меня же хейт пошел. Сейчас на меня хейт идет. Удали сторисы. А когда вы выкладывали свой пост, вы не задумывались о том, что на меня идет травля, на меня идет хейт. Вы комментарии читали, не выключили комментарии, вы спокойно все это сидели, смотрели, читали меня там. Но я же не знала, что так будет, она говорит. Я говорю, ну раз вы не знаете, как вы могли не знать? Как человек мог не знать? Человек с большим опытом работы в журналистике, правильно? Она лидер мнения, она много лет работает в журналистике. Она должна была понимать, что после ее поста пойдет на меня хейт, правильно? Люди, почувствовав, что вот такой вот лидер мнения высказал такое мнение, ага, да, теперь я же ее ненавижу, давай-ка я тоже, теперь я ее за каменной стеной, сейчас я ее напишу, там всякой какашки, да? А ты обрадовалась, когда хейт обернулся наоборот в ее сторону? Не скажу, что обрадовалась, но Мин тогда была расстроена, Мин не чувствовала, что я обрадовалась. И я ей тогда сказала, я говорю, вот тогда, говорю, почувствуйте себя в моей шкуре. Я так сказала. Я говорю, теперь почувствуйте себя в моей шкуре. Потому что люди думают, а что такого, я же высказала свое мнение, уфалакаем, нельзя высказать свое мнение. Ну вот, я тоже ей так сказала, а что такого, вы слушайте чужое другое мнение. Люди же так говорят. Может, у кого-то есть насчет этой темы вопрос из зала? Такое молчание. Как думаете, какую тему сейчас затронем? Конфликт с ресторанами или сколько она зарабатывает? Ну, әлегіде конфликт болды өтінде. Кеше ойлар болды, күн-түн конфликт айтып тек Хорошо. Вы сами это попросили, вопрос про деньги. Ага, про деньги. Сколько ты тратишь и сколько тебе вообще нужно для жизни? Сколько я трачу? Да, ты считаешь? Я не считаю, честно говоря, сколько я трачу и сколько я зарабатываю. Потому что я знаю, что я нормально зарабатываю. Хорошо зарабатываю. Сколько я трачу, я абсолютно не знаю. Я немного трачу, честно скажу, потому что у меня нету ни золота, ни бриллиантов. У меня даже серебро, единственное, у меня оша цепочка, мен драгоценностьлар яратмаем, кимеем. И у меня дорогой одежды, опять-таки, тоже брендовой нету. Единственное, ошу кроссовки, единственный раз я позволила мне ошу кроссовки алырга спортмастердан 5000. Это моя самая дорогая обувь, между прочим, на сегодняшний день. Мен кыйбатлы кием абсолютно алмаем. Мен брендовые одеждалар кимеем, поэтому я считаю, у меня меха, шуб нету, поэтому я считаю, что у меня очень мало затрат. Куда ты деньги тратишь все? Это надо у Альберта спрашивать. Альберт финансист. На блоге очень хорошо можно зарабатывать, очень хорошо. Это я поняла только год назад, кстати. Мана дуртил алпарамовет блог-то, и год назад я только поняла это, что можно хорошо зарабатывать, кстати. Блин, айтайма. Давай я скажу. Она ведет 3 площадки. Инстаграм, там одни рекламодатели. ВКонтакте. Хадыр налоговая килевитте, блин. Мы же официально работаем. ВКонтакте, помимо того, что рекламодатели покупают рекламу, еще и сам ВКонтакте платит сейчас деньги блогерам. Да, кстати, можно в момент кто ведет блог, вообще советую сразу же ВКонтакте начинать. ВКонтакте введите площадку, в Ютубе тоже введите площадку. ВКонтакте есть монетизация. Кстати, у меня Эльвина тоже, блогер, менің досым, тоже вот Эльвина не знала, год назад мен айтым, монетизацияны асылдым.
Сколько Вот. вы зарабатываете с монетизацией ВКонтакте? Ярайнды, хурамайнды анан уфалла. Вот, монетизация ВКонтакте бар, поэтому ВКонтакте площадка асығыз. Ол пассивный доход келтіреді. Удеге реклама тықмағағыз да, ВКонтакте уде реклама тығы парашында. И вы на этом спокойно зарабатываете. Просто все, что есть в Инстаграме, вы можете выкладывать, дублировать вот это все ВКонтакте и получать пассивный доход. А? Нет, там вы смотрите, когда видео, как в Ютубе же раньше было, смотришь видео, в начале заставка рекламы появляется, в середине может быть. И плюс, если у вас есть сообщество, да, ну, хорошее там, получается, как пост с пометкой реклама выходит. Да. И лучше открывать сообщество. Да. Сообщество, обязательно сообщество асығыз. Там, получается, ну, это не маленькие суммы ВКонтакте. В среднем- Ярайнды, айтты көпмі? Но если у вас, например, будет, к примеру, 100 тысяч подписчиков в сообществе ВКонтакте, вы можете спокойно, не продавая сами рекламу, а ВКонтакте вам может платить от 50 до 100 тысяч. Но ВКонтакте самая жесткая аудитория. Там сидят самые, да, такие люди, которые первыми вас съедят. Вот в этом минус, Да, я считаю. ВКонтакте совсем другая аудитория. Аларға үйреніп кетер керек. Ты не сказал, сколько я зарабатываю, мне вот тоже интересно. Я тоже не знаю. Аллах! В одном из сторис вы говорили, что у вас будет обучение. Что это будет за Ага, обучение? ага. Но мен хочу хәзер башларга үземдең обучение по блогингу. Вот, раскрывать свои секреты хочу инде. Как вообще Инстаграм я веду. Я хочу поделиться именно своим опытом. Мен, конечно, ты үземде супер-пупер спец итеп халамаем, но мен хочу поделиться тем, что я знаю. Вот, хочу начать обучение. Пока мы об этом думаем. Да, я вот, структуру расскажу примерно. Как да. Мана ул хайбатрак бля. В общем, Он смотрите, меня заставил начать обучение. вы просто смотрите, действительно, это хороший у нее результат. 3 площадки, ну, даже YouTube взять 1 200 000 уже. И мне кажется, у нее есть чему поучиться. И поэтому мы придумали формат такой, что она по самой выгодной цене запустит онлайн-обучение. Формат будет такой, что там будет... Вообще осуд хакка. прям- Потому что мен сразу айттым, мен там никакой кайват хак, мен там куйығы доступный, бәләкей, вообще даже смешной хак. Да, и это будет онлайн, чтобы люди могли вообще с любой точки мира посмотреть. Плюс это не будет такое, что она будет просто сидеть и рассказывать. Это структурно. Первый урок, второй, третий. Плюс будет даже психолог, Да. который поможет ну, вот, избавиться от страха, снимать себя на камеру при людях, там, например. И бірнесе эксперт была саған. Да, Вот, шулай. по Мы видео хотим вообще, эксперт. чтобы такой объемный и интересный эшләргә, не как у всех инде. Обучение могут проходить люди, которые работающие. Конечно, конечно, спокойно. Меня еще попросила, конечно, команда, она мне там, пожалуйста, эшләгә, чтобы было доступно в плане то, что на простом языке. Всякие элементы, мутыр-путырный, заумный хүзлермен, пожалуйста, эштемейік мен там. Мына мен несек аңлатам, шулай ғана болған. Мына несек монтаж істе, мына шулай эштер керек. Несек стористарды охваттар көтерге, несек рилсты продвигательтерге, по-простому етіп. Ярай, пускай даже некоторые, пускай посмотрят меня на курсы и скажут там, типа, Милеша совсем по-простому там объясняет, а улдарса, ну, пускай лучше так будет. Да, на Потому самом что деле, не это надо буду я, усложнять. это мой опыт. Я просто расскажу свой опыт, и все. Да, вот из конкретных тем мы думали, вот, получается, будет даже то, как монтировать какие-то там базовые вещи, чтобы это было интересно. Где идеи брать Да, для где рилс. снимать, Потому и что как снимать, как вот чередовать, все она для этого. самый Комбинировать весь. в Башкортостане, мне кажется, у нее самые просматриваемые рилсы. Вот есть 65 миллионов там. Это единственные 65 В минут. в Ютубе очень шортс. В там. Ютубе хорошо Да. просмотры. А все это что дает? Это приносит подписчиков. Вот, например, ролик, который на 65 миллионов залетел, 15 тысяч подписчиков принес за 2 дня, например. Ой, слишком махомустыми Да. вообще. И вот сейчас мы смотрим, даже если ролик меньше миллиона набирает, мы думаем, блин, что-то неинтересно стало. Уже мына, честно говоря, вот мына қарахан қайбір вайндарды түшірәхің бітінде со смыслом менен баша теген түшірәхің мына заморачиваешься, думаешь, уж айтып түшіргім келе, бұл айтып түшіргім келе, и заморачиваться етіп, өдеңсі мына өдеңнің сценариймен түшірәхің өте, ол просмотрлар жоқ.
Юг и все мына, кишиге окшамай өте. А мына снимаешь вайны, как говорится, ракына, честно говоря, мына, ну, тупой скибидин, да, қарайында, ой, ужас, дейінде. Вот шулар, я ходай, вот залетают вообще. Но на самом деле, вот мы же анализируем, да, почему залетел, и мы уже понимаем, как надо снять, чтобы ролик набрал просмотр. То есть есть свои фишки, секреты, вот, которые будут в этом курсе. И хотелось бы про сторис сказать. Вот вы заметили, что у нее сторис – это целый фильм. И на самом деле, вот, давай секрет откроем, что, например, то, что вы увидите, например, в сторисе сегодня, это, возможно, было снято 3 разных дня. То есть она с собой возит одежду, чтобы подстраивать. Зачем говоришь, блин? Это что… Мы уже раскрываем сегодня секреты небольшие. Да. Вот. И вот такие моменты на самом деле тоже влияют на просмотры, на интерес, на досматриваемость. А если у вас хорошие просмотры, то вам больше платит рекламодатель, потому что прежде всего они оценивают, сколько человек у вас смотрит сторис первый и последний. А какие примерно ценники были? Ну, примерно 5000. 5000 это чисто символический такой, я считаю, это очень символическая такая сумма, потому что… Нет, Я, это весь курс. полный курс. Да, полный курс была. Чисто символически хақ қоябы, чтобы и чтобы воздух атмосфера, мен прямо нық против болдым, мен там нық хайватты бішлейк, мен там, чтобы мен өзімдің авторитетімді түшірмеске. Мен в первую очередь, потому что когда про курсы заговорили, ведь мен там в первую очередь, мен там, чтобы мой авторитет мен там не пострадал, мен там, мен кішіге воздух атып ұтырғым келмей, мен хочу, чтобы менің курс тұрғанда кіші айтсын, о, вот, действительно, мен біреуге үйрендім. И чтобы бешеный хақ булмаған, қайбірадарда 150 мыңға хаты отыралар там, 200 мыңға там. Но может, да, бывает курсы там, можно продать за 150 там курсы, но они вообще, чтобы суперские, такие объемные были. Вот. Сколько там будет какое-то ограничение было, да? Ну да, потому что, например, психолог будет прям в прямом эфире работать, к примеру. Это уже не запись будет. И мы там тоже всякие фишки хотим сделать. И, соответственно, ну, какое-то ограничение будет. Как так получилось, что Альберт начал все деньги забирать себе? Но как так получилось? Давай скажи ремарку, то, что у нее до полгода назад даже не было своей карточки Сбербанка. Да, кстати, полгода назад у меня появилась карточка сбербанковская. Даже один раз даже так интересный случай был. Азалия машу карточканы алдық та, шоппинг сайты планеталар так Альберт звонит та. Қайта алмай жоқ ма? Мен там неше карточкалы ақса бітіп келеді. Ответишь на вопрос? Ну как получилось-то? Не знаю, изначально бір үйленішкес Альберт начал нейінде бюджетті алып баруға. Я и не препятствовала этому. Мне было как-то комфортно. И так пошло-поехало, и все. Приход, расход, весь ханапсыгара, весь не высчитывать. А тебе не обидно, что деньги, которые ты ездишь на рекламу, зарабатываешь? То есть, да, Нет, тоже нет. надо спрашивать. Нет, не обидно, не обидно. Честно говоря, нет, не обидно. У меня расходов мало. Мне обидно только тогда, когда я спрашиваю деньги, допустим, на мой клип. Он там не хочет давать, в этот момент не обидно. Потому что мне на одежду больно-то вообще, там у меня мало затрат. У меня не меки, трико кейдем, спортивка кейдем, у меня одни футболки. Она даже меня закягая утрабында, он даже меня это, эй, кызым, ярай, әлі қыш бар, а то шортигіңді сисмесің вообще. Вот, поэтому у меня нет затрат, абсолютно почти. Я единственное, что прошу, большие затраты, я прошу на клип. И меня обидно, когда я говорю, вот, вайн түшірерге, допустим, бір вайнға бізге пришлось 6000 төлерге монтаж графистқа бір вайн үсі, машина типтінде машина развалил, шында 6000 кетті. Вайнға қадыр шының үсіне 6000. Типа, ты что, одурела? Кішілер бесплатно үйінде вайн түшірі, біреу төлемей. И вот, но я не считаю это вот расходами. Я думаю, это надо вкладываться. Короче, если хочешь расти, надо вкладываться и елемевке. Вот. Что он делает тогда с деньгами? Тувлай. Мне кажется, он хочет в список Forbes попасть. Сколько стоит у вас реклама? Реклама у меня
из дома рекомендация 25 тысяч стоит, выездная реклама стоит 35 тысяч, пост у меня стоит 80 тысяч. Вот, Кимгуранову. Вчера буквально написал производитель тушенки и хотел предложить стать ее амбассадором. Представляете, мне тушенка точно трава. Аллах, тушенка, тушенка, это же на миллион затраты. Какая реклама вам запомнилась больше всего? Мунса? Кстати, духи, да. Духи? На французском. Да у меня весь реклама туркова. Но реклама, если еще совет берем, если кто начинающий блогерлар елган, рекламаны елленер от души шлягат, потому что ваше лицо, все равно рекламодатель посмотрит рекламу, понравится, будет возвращаться. И концы рекламодатель курасак, бір-біріне хүйлесак, о, мына шул кызык түшірет. Расскажи, с какими сложностями... Ну, короче, что ты считаешь вот самым сложным в твоей жизни был? Что ты пережила? Ну, я Потому что вот тебя, вот смотри, вы же привыкли, что она всегда веселая. И вот сейчас даже мне непривычно ее видеть такой серьезной девушкой. Серьезно? Мне не серьезный ТГ. Вот, и может ты хочешь поделиться в жизни, что у тебя было такого? Ну, самое тяжелое было, это, конечно, я развод тяжело пережила. Вот, это тяжело пережила. И улатаем, улыбки, вот это самые два таких тяжелых момента пережила. Ну вот, благодаря родителям выкрутилась. Давай как раз тогда вопрос про родителей. Какие у тебя сейчас отношения? Как они относятся? Сначала твоя версия к тому, что ты делаешь, потом спросим у них. Но әсәйем, менің бүтін ғайлам әсәйемдің яғынан бүтінлі намазда, бүтінлі исламда. И, конечно же, не всем родственникам нравилось то, что я делаю. И, конечно же, әсәйеме тоже больно-то оқшамайны, қайбір видеолар. Бывает время от времени у нас конфликт. Аны, честно, мен тоже стористала айтам. Так, давай представь маму и зададим ей вопрос. Мына менің әсәйем келген бұнда бүгін, Фарида Закировна. Сіздің ұраударыңызға ответит қызық болға ұрағыз. Милюша менің туралы сөйлеһә, ул әйтә, шыттырып ебәрә. Шыттырып ебәрә, арттырып ебәрә. Кисә генә мин тыңлап утырам, сторис карандым итеп, ул астагфирулла. Бигрәк шаштырып сөйләмәделәр. Вопрос к вам. Как быть мамой знаменитого человека? Какие трудности? Вот, ну, все равно узнают, все равно что-то говорят, высказывают. Әйтәләр инде миңә лә шунда кайбердә, не кызыңа шайтып әйт дип. Олырактар минем подушка олы бит инде шан. Шайтып әйтергә шулай булай дип. Әйтәләр инде. Мин өндәшмәйм, кайбердән генә шунда әйтештерәм дә. Аны ул Миләүшә Зәки агаһыннан алар охшагандар, алар аның белән дуслар, алар үзләре бер-берен аңлайлар. Мин әзрәк шунда критиковать итәм инде. Теге әсәй кеше бит инде, әсәй кеше әйтмәһә кем әйтә бит. Әсәй кеше әйтә ала бит инде, үзеңнең балаң бит инде. Әсәй кеше әйтә инде, әйтергә тиеш. Шуны әйтеп җибәрәм инде шулай. Миләүшәгә һорауым инде. Һин касан теге ябай кешеләр хәмәт яшәргә уйлайһың? Или һамманда 72-гә әйтсәң дә шулай һикереп җитәргә уйлайһың дигән. Көрдіңіз, һамманда әсәй хочет, чтобы я бросила блог. Қасанға хәтлем, уйланғаным юк, қасанға хәтлем блог алып барам, алып барам хәлімден кейгенсі. Солай, ойлайым. Сине нимә бәхетле итә? Хәзерге вакытта мені бәхетле итә минең блог. Меня приносит удовольствие, меня бәхетле итә то, что я могу снимать такие вайны, я могу свободно үземнең юморымды продвигать, төшереп халырга. Шул меня нык охшай һәм приносит большое удовлетворение инде. Шулай. А выгораниеннан куркасызбы? Конечно, куркам, ул выгораниеннан бүтүн кеше курка инде. Это же в любой момент может случиться. Куркам. Давайте. И как вы, вот так не боясь, не переживая, можете быть такой, какая вы есть? И вот действительно вот это все транслировать миру без комплексов, без каких-то там зажимов. Я восхищаюсь вот этим вашим качеством. Ну, на самом деле, әсәйем да подтвердит, мен баласақтан шулайным, у меня не было таких комплексов, чтобы мен оялғын, чтобы какой-то әсәй әлемә вспомнил. Миләүшә, нигә
автовокзалда сестренкам Милюша кетіп отырайын да неге өлесен екі сөйлесен қонаққа. Мен айттым, теге райцентрда автовокзалда встречать етті, автобусқа отыртып әлдеймін деген. Милюша келіп түсті деп. 5 яш мия. Өз пакет, әйберт отырып алған деп, өз пакет. Шунан келіп түсті ләтешанын, келіп түшкен енді өз көрді өз пакет. Қараға Милюшаны ілгенде кешілер үйілгендер дейді. Мені вообще вокзалда қалдырып кеткендер, бүрдімді. Мен отырғаны, мне стало скучно. Шунан апайым кейе қараға менің ілгенде целый весь вокзал толпа кіші тұрады. Фокус көрәтіп тұрады дейді. Шунан күршілерге, бәтәңлерге бара тұрғаны, анда неге бісен шешілген. Милюшаны үйге қалдырып кетердің дейді қараға. Bütün күршілердің балаларын кейіп алғанда лестницаға тұрып алған, скакалканы тұтып алған, микрофон Милюша ерлап тұрады. Иностранный ер қойып, вот это оттуда все идет, кастрюль на голове и иностранный ерларға. Изначально с детства так было, бала сақтан. Не было вот таких комплексов, какой-то боязни перед людьми не было. Еще вопрос был, поднимали. Всем привет, меня зовут Индира. И я хочу задать такой вопрос, так как я, не сказать, что я блогер, но я мечтаю им стать. И я уже столкнулась с хейтом. И как вы справляетесь с этим? Никак не справляюсь, честно говоря. Никак. Это, честно, да, задевает, мне тоже обидно, потому что я вот считаю, что это мое любимое дело, что я думаю, что ничего плохого я не делаю. И когда мне вот родственники начинают, иногда даже было дело такое, что тетка у меня с Испании мне звонила, писала там, ты что там снимаешь, совсем там одурела. Конечно, мне обидно, и я никак не могу с этим справиться на самом деле, потому что это же мои родственники, никак не могу. Я просто беру их, блокирую. Да, вот, беру и блокирую. И мне так легче. И вам всем рекомендую. А сколько тебе было лет, когда развелись твои родители, и как ты восприняла то, что в вашей семье появился Заки Агай? Ой, Заки Агай появился в нашей семье. Да, мне было сколько лет? Мне, когда родители развелись, мне было 7 лет. 7 лет, и то, что Заки Агай появился в нашей семье, это самое лучшее, я считаю, этот момент, потому что Заки Агай, это действительно, он мне как отец, он моя поддержка, моя опора, он, конечно, обижается, эй, звонит мейхиге, бір тапқыр келіп еткен, звонит мейхиге, деп қарағам, ол уйды меня заблокировать канда, черный список канда меня. Так, вопросы из зала, у нас еще есть время на этом. Әйе, вот шуға айтайым дегенім, қайбір кісілер өйтетінде 40 лет, это закат, все, тұрмыш бітті деген, вот деген. Қайбір өтір, слушай, өтедер, что я сейчас новое начну, дейдер бітінде. Что я могу начать? 40 яшта кіші башламай, типа, көптер айталар бітінде. Может быть, заманда мен тоже ойлағанымдыр, и блог башлап евергесі, хочу сказать, 40 яшта можно все начать, абсолютно, все заново можно, все с нуля можно начать. После 40 вообще очень интересная жизнь началась, блог алып пара башлагас. Тем более столько возможностей, очень же много возможностей. Элек біздің заманда студент вақытында даже көпме блогтала ойлаған бар, уборщица болып орынлашырға шиуғыны. Хәдір ана маникюр, педикюр, керпек, әлденемеке блог алып паралар, уны хатталар, бұны хатталар, көп бетенде возможности. Даже не дала, это курсиге тоже юрист бетенде. И раз взяла, решила риэлтором стать бетенде. Я ракам башарам бетенде. Где бы вы хотели снять? Ага. Мен хочу снять давно Фирдус Самаев менен. Мен уже 1 ел тому назад переговор алып баргам. Мы должны были снять какой-то месяц, я не помню. И за 2 дня он отменил инде. Я не знаю, почему он отменил. Тогда вроде у него концерт отменили, Уфала. И с кем больше всего понравилось? Мне понравилось со всеми, конечно, но артистар обижаться деп қоймаған. Но больше всего менің көңіліме вообще ятты Айдар Галимов. У него прямо шул хәтлем, мен не ожидала, что он шундай хейвет, ябай, кіші, онан прямо елы бор қой. Вот от него тепло исходит, прямо тепло. И он когда говорит, такое ощущение, что он его обволакивает, нық простой, нық прямо тәртіплі, шундай ябай, юаш деп айта алмаймын, конечно, но
прямо тянешься к нему. Айдар Галимов, первый артист, который поддержал тебя после конфликтов. Он сам не умеет монтировать, короче, он мне позвонил, я, говорит, там видео снял, посмотри, пожалуйста, нарежь, и он мне скидывает 13-минутный монолог про башкирскую домохозяйку, как он говорит, это неправильно, что тебя обижают, там это, ну как так, ну не должно же быть так. И я вот эти 13 минут просто помог, порезал, короче, он говорит, как там Милявшу отметить, помоги там. Кстати, бүгін стористарда қараңыз, несек бір төшірді клип, и Альберттің анда любовницасын кем ойнаны. Рахмат келгеніңіздің. Всем спасибо. Сейчас можете там, если осталось, чай попить и сюда подходить, пофоткаться. Рахмат келгеніңіздің, бүтәгіргелер, дур рахмат.